Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И начальник отдела национальной политики Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Элиза Хурцаева. Маршал Элиза. Приятно вас сегодня видеть у себя в программе взаимно. «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». Спасибо, что пришли и согласились ответить на наши вопросы. Тема очень актуальна. Но не вам об этом говорить, мне. Начнем. Вот скажите мне, Элиза, вот сколько на сегодняшний день есть национальностей, а точнее проживает национальности в Чеченской Республике? Вот такой вот первый вопрос. Ну да. На сегодняшний день в Чеченской Республике, по данным последней переписи населения Российской Федерации, проживают представители 87 национальностей. 87 национальностей у нас? Из них 50 и более человек, 34 национальности проживают. А это как понять? Можете тут расшифровать чуть-чуть? Ну вот всего 87 национальностей. Так. Это может быть, например, один представитель там карел, представитель карельска один. Но вот 50 и более человек – это 34 национальности. Вот теперь понятно, спасибо. Дифференцированный такой подход. Я понял. Надеюсь, наши телезрители тоже. А вот какова цифра населения наиболее многочисленной национальности по городским округам и муниципальным районам? Вот я отвечу. А есть такие цифры? Нет, у нас есть, помимо чеченцев, есть представители национальностей, которые компактно проживают на территории Чеченской Республики, проживают испокон веков. Это вот представители кумыкского народа, татарского народа, нагайского, турки-месхетинцы, русские казаки и аварцы. Вот они проживают, соответственно, вот в Грозненском, Наурском, Шелковском. Но мы все знаем, да, что Шелковской, Грозненский, Наурский – это у нас многонациональные такие районы. Вот. И вот если говорить более подробно, то вот, например, кумыки, да, их более 12 тысяч человек проживают на сегодняшний день в республике, и они компактно проживают в таких селах, как Брагуны Гудермесского района, Дарбанхи и село Виноградное Грозненского муниципального района. И здесь можно сказать, что, например, в Брагунах кумыки – это более 90% от всего населения, да. Но в Дарбанхи можно так 50 на 50, а вот село Виноградное Грозненского муниципального района, то вот здесь абсолютное большинство населения – это представители кумыкского народа, и здесь вот буквально несколько семей чеченцев проживают, все остальные – это у нас кумыки. Если говорить о татарском этносе, то татары у нас преимущественно компактно проживают в станице Гребенской Шелковского района. Это вот они исторически, можем сказать так, проживают, более 300 лет они там проживают, то это вот станица Гребенская. Да? Если говорить о представителях аварского народа, то аварцы у нас представлены в селе Кинхи Шаройского муниципального района. Так, а кто у нас еще остался? Так, значит, турки-месхетинцы, да, вот они преимущественно проживают у нас в Наурском районе. Турки у нас проживают где-то с конца, с 1989 года, прошлого столетия. Мы все знаем о событиях в Фергане, это вот они жили в Узбекистане, там такие... Вы все эти цифры знаете, наизусть, помните? Мы обязаны их знать, да, мы их мониторим. Более того, мы знакомы со многими представителями этих национальностей, мы знаем руководителей национально-культурных центров автономии. Мы не просто знаем, а дружим с ними уже на протяжении многих лет. И руководство нашего министерства тоже их знает, и знают нас они тоже в лицо. Чем мы очень гордимся. Спасибо. Такой информации у нас много. А что представляет собой сегодня жизнь национальных меньшинств? Вот не люблю я это слово, но на сегодняшний день, чем они живут сегодня? Какие у них возникают проблемы? Или никаких проблем не возникает? Никаких сложностей нет? Вот чем они живут сегодня у нас?
Ламель, мы тоже не любим... Если можно так спросить. Нет, можно. Мы не то, что не любим вот это вот обозначение «национальное меньшинство». Вот вы меня понимаете, я даже произнести его как-то... Мы его даже не произносим. Мы говорим представители разных национальностей. Очень слух режет, мы его даже не произносим. Хорошо, да, тоже буду. Да, учитывать, да. Нет, ну вот смотрите, становление любого этноса, народа, да, национальности, это же такой открытый процесс, да, вот они, эти люди, эти национальности, они формируются во взаимодействии с другими народами, с теми, с которыми они живут рядом. Ведь, кажется, у всех народов есть такая пословица: лучший, хороший сосед рядом, чем где-то очень близкий родственник, но который живет далеко от себя. Да? Точно так же и мы живем вот с татарами, с нагайцами, с кумыками бок о бок на протяжении столетий. И если беды, то они у нас общие. Если победа, то тоже они у нас общие. Мы так один народ. Мы бы вот сейчас не стали бы даже разграничивать, чем они живут, чем мы живем. Мы живем Снимаю все вопрос. в одной республике, и все трудимся во благо нашей республики, и эти представители этих народов делают очень много в социально-экономическом, политическом плане вот развития нашей республики. Я почему эти вопросы задаю, Элиза? Вы знаете лучше меня, есть некоторые, какие друзья у нас, у нашей республики, которые готовы вот зацепиться за что-то и сказать: да там все нарушается. Вот именно таким-то вот эти ответы и нужны в первую очередь, чтобы они понимали. Поэтому и такие вопросы. Прошу прощения, конечно. Нет, конечно же, государство в Российской Федерации проживает 193 народа, которые говорят на 277 языках. И национальный вопрос, конечно, был актуальный для России во все времена и сегодня актуален. Но понимаете, как получилось? Вот говоря вот о сегодняшних событиях, да, вот тот фактор многонациональности, которые хотели обыграть наши недруги, которых оказалось почти весь мир, как мы поняли, да, почти весь мир нас ополчился, да, вот этот фактор многонациональности, который они хотели использовать против нас, получилось наоборот, что мы, оказывается, на самом деле мы сильны именно тем, что на территории нашей страны проживают столько много народов. И вот когда перед лицом опасности, когда мы сегодня все сплотились, когда мы сегодня как один стали на защиту интересов своей одной единственной Родины, вот сегодня вот мы поняли, да, какое значение имеет многонациональность, что это означает. Вот для нашей страны это всегда означает взаимовыручка, поддержка, единство. Вот на это направлена сегодня деятельность вот как раз Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, которая координирует работу в области реализации государственной национальной политики на территории Чеченской Республики. Приятно всегда говорить с профессионалом, который знает свое дело и умеет это преподнести. Спасибо вам за это. Вам спасибо. А вот насколько ярко выражено сохранение культуры, обычаев, традиций и особенно собственного языка наших друзей, скажу так, вот не хочу меньше говорить, национальности, которые проживают на территории Чеченской Республики. Какой-нибудь язык мы потеряли за это время? Нет, конечно, не потеряли. Смотрите, Ламель, ведь вот когда мы даем определение, что такое вообще государственная национальная политика, то вот абсолютным приоритетом в реализации государственной политики, внутренней политики является сохранение языка. Вот язык как составляющая этого этноса. В этом направлении, конечно, проводится огромная работа, и наша республика в этом отношении не исключение. Давайте вот я начну сначала с международных, потом России, а потом Чеченская Республика. Смотрите, с 2022 по 2032 годы ЮНЕСКО определила как десятилетие языков коренных народов. Россия приняла вот это вот
вошла, значит, в эту работу с 2022 года, и у нас есть план реализации вот, десятилетия языков коренных народов в Российской Федерации. Соответственно, с планом Российской Федерации в 2022 году наше министерство разработало план реализации десятилетия языков коренных народов по Чеченской Республике. Ответственными исполнителями вот этого плана являются наше министерство, в основном Министерство образования и науки Чеченской Республики и Министерство культуры Чеченской Республики. Вот. Мы не то что не потеряли своих языков, но вот, например, в республике дети изучают кумыкский язык, и мало того, что вот это оно определено в учебной программе, то есть вот Миноборнауки как бы тоже курирует, изучают кумыкский язык, изучают ногайский язык. Смотрите, там преподают им конечно, эти языки? Конечно, там, где вот компактно проживают, да, Сарысу, Ораз-аул, Каршига-аул, вот в этих населенных пунктах, где вот большинство, например, нагайцы, да, вот преподают нагайский язык. Кумыки, аварцы, например, в селе Кинхи, преподают и изучают свои языки. Смотрите, вот раз у нас зашел язык, да, вот в республике действует очень плодотворно общественно-консультативный совет по межнациональным вопросам при главе Чеченской Республики. Ну, вы понимаете, да, формат. Туда входят представители национальностей, руководители национальных культурных центров автономии Чеченской Республики. То есть вот на заседаниях, которые мы проводим ежеквартально, представители почти всех национальностей могут выразить свои чаяния, если у них есть какие-то проблемы. Вот почему я сейчас остановилась на этом, потому что вот буквально вот в конце прошлого года у нас на последнем каком-то заседании вот стоял такой вопрос, там вот нехватка учебников по кумыкскому языку. Мы в связи с этим вопросом связывались и с коллегами с Республики Дагестан. Потом мы составили письмо в Федеральное агентство по делам национальности, и нам оттуда пришел вот исчерпывающий ответ. Ну вот это какой-то вот узкий вопрос был по вот языку кумыкскому. Так что я хочу что сказать этим? Я хочу сказать, что вот эти вопросы животрепещущие, да, которыми сейчас живут представители национальностей, которые с нами бок о бок живут, мы их вместе как бы пытаемся решить. Ну и многие из них решаются вот на этом общественно-консультативном совете при главе Чеченской Республики, где есть представительство всех национальностей, проживающих на территории Чеченской Республики. Ну а если спросить, а точнее проанализировать положение и состояние межнациональных отношений в Чеченской Республике, они какие? Какова она, динамика межнациональных отношений? Я сейчас буквально два слова еще скажу Прошу. про языковую политику, да, поскольку она как бы составляющая национальной политики. Вот, например, Федеральное агентство по делам, это вот федеральный орган власти, который курирует, да, национальную политику, когда мы им отсылаем информацию, которая у нас аккумулируется, как я вам сказала, да, вся информация по реализации нацполитики. Например, они в курсе, что 2023 год был объявлен в Чеченской Республике годом чеченского языка. Понятно, да, язык коренного народа, да, вот. Так вот эти люди, вот они говорят, вот большое вам спасибо. Вот мы немножко вот даже впереди оказываемся каких-то федеральных структур, опять-таки благодаря кому? Правительству Чеченской Республики и главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, который вот своим указом утвердил 2023 год как год чеченского языка, и в республике проведена огромная работа по реализации вот того плана, который был принят правительством Чеченской Оправдано Республики. было? Безусловно, оправдано было. И вот наши коллеги из других регионов, и вот, как я сказала, Фаден, они вот просто, вот какие вы все-таки молодцы. Вот немножко впереди как бы планеты всей. Вот.
То, что касается вот вашего вопроса, состояния Межнациональных отношений. межнациональных отношений. Давайте вот я боюсь, вот я скажу фразу, и на этом как бы наша тема как бы завершится. Вот если сказать о том, что последние 20 лет на территории Чеченской Республики не было ни одного случая конфликтного на межнациональной и межрелигиозной основе, то это говорит очень о многом. Это говорит о той очень эффективной политике, которая проводится в республике благодаря органам государственной власти, органам местного самоуправления, институтами гражданского общества. Понимаете? То есть это комплексная работа, которая проводится вот всей республикой. Вот, и Мы это понимаем, мы это направляет- знаем. да. Но я хочу, чтобы некоторые тоже это знали, что у нас не было и не будет. Да, знают они, знают. бы как и бы ни старался. Поэтому, да, поэтому стараются хоть как-то вот какой-то повод дать тому, что, а потом мы вот начинаем даже вот какому-то бытовому какому-нибудь там конфликту стараются вот окрас дать такой межнационального конфликта, но Не дождутся. не Не вот дождутся. будем на это надеяться. Во всяком случае, для этого очень много делается органами власти. Вы знаете, вот очень много делается главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Ну, это видно. Вот это у нас в видно. 2023 году Это все вот, знают. да, вот в республике проводятся Дни национальных культур, Дни культуры татарского этноса, Дни культуры кумыков. И вот венцом вот этих мероприятий, а мероприятия очень красочные, мероприятия, где присутствуют не просто там кумыки просто придут праздновать свой день, да, почти все этносы, которые проживают, да, вот особенно компактно. Вот венцом этих мероприятий всегда является мероприятие Чеченская Республика «Дом дружбы» 4 ноября. Вот в 2023 году этот грандиозный республиканский фестиваль у нас прошел в Доме торжества имени Дагуна Амаева с таким гостем, с участием главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовичем Кадыровым, который отметил работу людей, которые как бы делают все в этом направлении. Да? Он поздравил представителей национально-культурных центров, автономии, вручил им благодарственные письма, грамоты. То есть я хочу сказать, что диалог между представителями национальностей и высшими органами власти у нас идет почти напрямую. А насколько глубока интеграция национальностей в жизни чеченского общества на сегодня? И в чем это выражается? Это выражается в том, что представители этносов Чеченской Республики представлены во всех ветвях органов власти Чеченской Республики. Они представлены во всех сферах жизни общества, чеченского общества. В здравоохранении, в образовании. У нас в законодательных органах власти, то есть в парламенте Чеченской Республики, у нас представители вот разных национальностей. Народные артисты, вот, возьмем как пример Биналиев Руслан, да, народный артист Чеченской Республики. Он представитель турецкого народа, турок-месхетинец. Мы его помним совсем школьником, так скажем, да, он присутствовал на всех наших мероприятиях, и нам очень, наблюдать это очень радостно, когда вот такие вот люди, да, вот у нас представители других национальностей, да, они добиваются таких огромных успехов, и они интегрированы во все... И приятно это знать. И приятно знать их, и... понимаете, это настолько вот такие дружеские отношения, что мы уже даже перестаем делать различия. Вот, То есть на сегодня остроты в национальном вопросе на территории Чеченской Республики нет. На сегодняшний день нет, и мы будем надеяться, что та политика, которая ведется вот правительством нашим, главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, что вот она и не даст вот таких поводов для радости нашим недругам. А такое межнациональное согласие чем можно объяснить? Ролью стратегии нацполитики Чеченской Республики или еще чем-то?
Смотрите, вот основной документ стратегического назначения в Российской Федерации, это, да, это стратегия государственной национальной политики, ну, там, до 2025 года, он так сейчас называется. Вот. По реализации этого основного документа у нас есть план Чеченской Республики, и в реализации вот этого плана, реализации стратегии госнацполитики в Чеченской Республике, как я уже отмечала, задействованы все буквально органы власти, местного самоуправления, гражданские институты и так далее. Но без помощи, которую мы ощущаем, и ощущают представители других национальностей, которые проживают, наверное, вот так эффективно вряд ли могло вот это все происходить. Смотрите, ежегодно в качестве дополнительных мер для того, чтобы наши этносы могли сохранить свою культуру, язык, традиции, обычаи, каждый год буквально им выделяется помощь в приобретении национальных костюмов, в приобретении оргтехники, сельхозтехники. Все, что необходимо для их деятельности, им региональная власть, наша власть выделяет. То есть они все это имеют. Элиза, скажите мне, чеченский опыт реализации национальной политики, насколько он актуален на сегодняшний день? Нет, ну, конечно, актуален. Конечно, вот когда мы взаимодействуем со... И насколько данный опыт может быть востребован другими? Ну, давайте я вот приведу один пример. Прошу. Да? В 2023 году город Грозный выиграл во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика в области межнациональных отношений», в области развития межнациональных отношений. Смотрите, 70 с чем-то субъектов, 355 заявок было, и среди огромного количества заявок и субъектов город Грозный выиграл в этом направлении. Что это было? То есть город Грозный представил свою работу на суд всероссийского конкурса в области сохранения и развития межнациональных отношений. То есть вот какие мероприятия они проводят, какие плоды приносят эти мероприятия, понимаете? Вот изучив опыт вот города Грозного, да, вот в этом направлении, всероссийское жюри во главе с Мишустиным, они пришли к выводу, что город Грозный в этом плане является вот первым. Чеченский опыт он востребован. Да, да. И потом, значит, ФАДАН, то есть Федеральное агентство по делам национальности, они выпускают литературу, где описан весь этот опыт, все наши мероприятия, которые мы проводим в области сохранения, развития межнациональных, межрелигиозных отношений. И этот опыт потом распространяется на всю Россию, то есть любой регион России может применить это в своей практике. Элиза, и я хочу спросить у вас вот о чем. А работа нашего министерства и работа с национальностями, которые проживают на территории Чеченской Республики. Как это сказывается на взаимоотношениях? Ну, сказывается напрямую. Смотрите, например, ежеквартально руководство нашего министерства проводит встречи, кстати, ежеквартально и ежемесячно проводят встречи с руководителями, с представителями всех этносов, проживающих на территории Чеченской Республики, где каждый из них может сказать о своих проблемных вопросах, попросить о какой-то помощи и обсудить все это. И я вам скажу, что каждый из них может напрямую обратиться без всяких проволочек к министру Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати, информации, к Ахмеду Махмудовичу Дудаеву. Могут с ним выйти на связь в любой момент по любым вопросам, которые их волнуют. И они решаются на самом деле. Хорошо. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный, актуальный разговор. А, впрочем, с профессионалом всегда интересно говорить. Спасибо. И мой последний вопрос. А что для вас значит работа с национальностями, которые проживают на территории Чеченской Республики? Вот каждый человек, который занимается какой-то работой, он что-то вкладывает. А вы что? И что это для вас значит именно? Ну, Ламаль, я скажу, что в этом плане вот я
себя считаю счастливчиком, потому что вот я работаю в той сфере, которая мне очень нравится. Человек, который знает культуру не только своего народа, но культуру других народов, традиций, он намного богаче в интеллектуальном, в духовном плане. Я считаю, что все хорошее в этой жизни, на этой планете создано руками всех народов, без исключения. И всегда вот в своей деятельности, вот я и не только в деятельности, но и в своей жизни каждый человек должен это помнить. То есть да, мы ничего из себя не представляем, если мы не любим свой язык, свой народ. Если я не говорю, да, я чеченка и я этим горжусь, то я мало что буду из себя представлять. Но я должна гордиться своим происхождением, своим языком, своими предками и в то же время признавать, как я уже сказала, что все самое лучшее и во мне тоже создано руками всех народов, всех этносов. Тот, кто задумывал этот мир, знал лучше нас. Он поэтому нас сотворил разными, с разными языками, с разными менталитетами, традициями, обычаями. И наша задача просто уважать и вбирать в себя все самое лучшее, что создано всеми народами. И мне кажется, тогда у нас будет все хорошо. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам в вашей спасибо. работе. Итак, дорогие друзья, на сегодня это все. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И начальник отдела национальной политики Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Элиза Хурцаева. Единственное, что я хочу добавить, друзья. Чеченский народ – это единый народ. Кто бы что бы ни говорил. И напоследок, не болейте, будьте здоровы.